на данный момент, мне кажется, национальная идея, да, не трогайте меня. Я думаю, изменения в Беларуси начнутся, когда вот нашего уважаемого гостя начнут бить. Возможно. Какая она самая вот такая твоя идея? Мало запретов, много свобод. Хорошая жизнь, хорошая, интересная, насыщенная жизнь. Беларусь от моря и до моря. Да, от моря и до моря. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. А наш сённяшні гость, вы не поверите, сам Алексей Хацкевич. Привитание, сябры. Мастак, можно сказать, полова Саши и Сярожи, это ж вот одно целое, я так разумею, а вот ці это все ж таки вот, оно успрымаецца вот только так, Саша и Сярожа, поособку не. Ну, можно и разделить, но лучше не разделять. Да, так вот лепш не разделять, але так склалася, что вот одна частка, Саша у нас присутнічае тут. Алексей, ведаеш, у нас тут быў у гостях такі вельмі выбітны, ну, можно сказать, самый галоўны беларускі філосаф і мысляр Валентин Акудович. Ну и мы думали с Максом, зараз прыйдзе Акудович и нам тут все расскажа, что такое национальная идея, и национальная, и все разом. А ён пришел и сказал, а ведаеце, а я не ведаю, что это такое. Потому вот я с нейким вот спадзяваннем, что вот хоть вы, человек творчий, нам вот зараз раз и скажете, а что для вас такое национальная идея? Ну, я так думаю, что это идея, которая должна объединять всю как бы национальность, да? Ну, мне так кажется. Поэтому должно быть что-то хорошее, что-то убедительное и серьезное, что-то, какая-то цель. Ну, вот раньше, как коммунизм строили, наша цель коммунизм, то теперь должно быть что-то такое... Ну, как бы, ну, не капитализм, а хорошая жизнь, хорошая, интересная, насыщенная жизнь. Вот, мне кажется, вот, это... такая идея, з якой можна прыйсці там да Прокопені, да прыкладу, да айцішнікаў, яны скажуць, о, клас тое, што мы даўно шукалі. Можна прыйсці да трактарыста Колі на поле, які зараз там гной раскідывае, і ён так раз скажа, пацаны, блин, да я вот езжу по полю и давно шукал эту идею. То есть вот такое, да? Ну... Сразу мне кажется, что когда вот, чтобы касалось всех, да, я бы отменил все границы, да, чтобы люди могли спокойно перемещаться по земному шару, как вот раньше, в принципе, и было, смотреть, где что хорошее, и воплощать это здесь на месте. То есть не бояться, проявлять инициативу, как-то вот жить на полную катушку. А раньше, когда это границ не было? Ну, я думаю, что когда еще там эти племена были, то есть... Ага, но... за границу своего племени зайти. Нет, но я имею в виду... Не, когда были племена, границы были еще страшнее. Я вот как раз, пока летел в Беларусь, читал книжку, был такой французский поэт Артюр Рембо, и он уехал, ну, там, после того, как он в Европе там начудил, он уехал на территорию современной Эфиопии, Абиссинии, в город Харар, и там занимался торговлей оружием. То есть он грузил какие-то новые винтовки английские на верблюды и вез их там. Так вот, дорога в расстоянии в 400 километров, ну, 400-500, у него отнимало 22 месяца. Потому что ты когда перемещаешься, там границы вот в нашем понимании нет, но там есть зоны влияния. И с каждым племенем, с каждым маленьким там каким-то бандитским образованием, он их там называет, я просто французским не владею, в переводе это называлось «султанчик». Он там все время пишет, а книга состоит из писем Рэмбо домой, он говорит, вот, извини, мы сделали там 2 перехода и наткнулись на нового султанчика, про которого я еще не знаю, он требует там столько-то, столько-то. Хуже всего там арабы были, вот так, когда есть ты попадал на какое-нибудь вооруженное формирование арабов, то они могли отнять вообще все. Вот. И, соответственно, 400 километров – это 22 месяца вот нервотрепки. Ты когда доезжаешь до конечного пункта, ну вот, соответственно, скорее всего, раньше границы были еще страшнее. И еще один пример, мой любимый Папа Римский, по-моему, когда он, ну, какой-нибудь епископ из Рима, когда отправлялся в Англию, они ехали пару лет.
Потому что, опять же, границ не было, но как бы местные дикие немецкие бароны могли, в общем, ограбить. И с каждым, переговоры с каждым из них, это отнимало много времени. Поэтому давайте не надо раньше. Хорошо, тогда вот я за такой, что земля для То есть людей, мы за как мир бы без про границ. светлое такое будущее, про Мару такое. Да. как. Конечно, я ж не дебил, я мечтаю, чтобы мы тут все жили хорошо, чтобы у нас все было замечательно, чтобы был берег моря где-нибудь, там, чтобы мы могли... Ну, чтобы это море было нормально, с соленой водой, чтобы для кожи было полезно, то есть, как бы, неважно, там, ледники растают, оно появится, там, или еще что-то, ну, как бы, это утопия, понятно, но, в принципе, всегда хочется мечтать о хорошем. То есть Беларусь ад мора і до мора. Да, от моря и до моря, да. О чем Если мы зараз говорим про вертание фактично Великого княжества Литовского, А очень хорошее было, мне кажется, это какое формирование такое. И законы были такие крепкие, что там их там 200 лет не меняли, то есть всех устраивало. Вот мне такое нравится, да. Вот для того, чтобы вот идея пригласить вас в передачу принадлежит мне, потому что я долго изучал ваши картины, сначала на Фейсбуке, потом увидел их живьем в магазине вот на Комаровке, по-моему. Вот, и я, в общем, меня осенило. Вот Саша и Сережа, да, ваши два героя, вот, на самом деле это такой белорусский вариант правого солдата Швейка. Да, вот есть бравый солдат Швейка, чешский главный герой, да, вот в Чехии это все они бравые солдаты Швейки. Автор там Гашек. Вот, в общем, вот как бы вот его, как себя ведет чех, Швейк. В Чехии примерно так же себя ведут эти два персонажа в Беларуси. Да? Это какая-то у вас не франшиза, но в общем как бы очень братские народы. И что общего между Швейком, вот с рядовым Швейком и Сашей и Сережей? Они, в общем, ну как бы они вот все косят под дурачка. Да? Это очень мудрая политика. То есть такая легкая, как бы сказать, придурочность, да, это выход из очень многих ситуаций. Это понятно, что это выход из многих ситуаций, но есть целое, к сожалению, вот я из памяти вылетело, но есть очень много обвинений чешских интеллектуалов в отношении рядового Швейка, его автора, потому что вот чехи абсолютно легко отдают свои территории. Угу. Чехи в последних войнах, как бы в двух сразу. Вот в Первой мировой войне чешское боевое подразделение обычно доходило до линии фронта, где стояли русские, потом ждало, пока немецкие солдаты, немецкие офицеры засыпают, и мирно переходило на ту сторону, сдаваясь. Да? Угу. У белорусов пока не было войны, но есть ощущение, что что-то такое повторится. Да, во время Второй мировой войны чехи как бы вот вообще ничего не сделали. Есть замечательное стихотворение Анны Ахматовой, у нее и был цикл к Чехии, ну, или про Чехию, и там есть такое стихотворение про чешского офицера, о том, что вот он видит, что немцы едут, да, танки, ну, вся эта немецкая страшная машина, аннексия Судет, 38-й, вот, и он оставляет своих солдат в лесу, потому что ему страшно, а сам выходит на дорогу, достает пистолет, ну, и, соответственно, погибает. Вот. Это живой персонаж, он вроде как будто бы был, но вот, и это, по-моему, очень белорусское поведение. Да, и вот из швейки не будут защищать свою страну. Швейки ее просто сдадут. А когда они ее сдадут, они просто пойдут как Швейк напиваться пивом. А когда их будут спрашивать, что вы их сдали, вот то, что они придуриваются и идиотничают, это не стратегия, да, это какая-то вот ощущение, это от слабости. Да, от бессилия, да, как будто бы у меня нет рук. И поэтому я вот превращаюсь вот в такого, в придурка, да, ну, в дурачка. И вот, и в этом смысле ваши картины, это, ну, как бы, как приговор. Да, то есть вот вы как бы это как вот есть такой филиал Чехии, вот очень далеко на севере, на границе с Литвой и Латвией, тоже пьют пиво. Вот, тоже в стрессовой ситуации не идут наперед. Да, ну как там этот самый пел Бихалок. Да, будь смелым, иди наперед. Вот, не идут наперед, а, в общем, вместо того, чтобы идти наперед, идут в пивную, там пьют вот, пиво и глушат это ощущение стыда, что ты не в состоянии. Я не согласен. Ну вот, да, хорошо, давайте. Во-первых, если вот читать книжку Швейка, да, то есть когда его не пустили в поезд, да, он пешком шел в свою часть, то есть у него было массу моментов, да, там с одним встретился, тот предлагал, давай пойдем там вместе спрячемся. Нет, нифига, он шел там целенаправленно в свою часть, то есть он как бы как настоящий солдат шел на свою службу.
И опять же, там среди всей этой книжки, то есть там он честно там как бы всем говорил, что это типа честь погибнуть за государя-императора, там, сложить в бою, там, да. Понимаете, вот честь погиб... У вас, когда в картинах, вот, к сожалению, на этой картине не присутствует, у вас там есть всегда этот страшный персонаж, который лысый, и в зависимости от того, насколько мерзкую он по эту самую реплику говорит, у него увеличивается количество подбородков. Это да, это собирательный образ, это как бы образ власти, чиновников, да, это такой вот. Вот да. у Гашека эту роль выполняет обычно австрийский офицер. Да, ну или выживший из ума генерал. Да, генерал, ну, как бы такая немецкий вояка. Да. А у вас тут как бы такой собирательный образ, так, как без мата сказать, лишившегося ума какого-нибудь такого вот агроначальника. Вот. Ну, они зачастую на самом деле не умные, они просто хитрые, то есть их задача как бы усидеть на месте там до пенсии, чтобы их никто не трогал, чтобы все спокойно было, да. У австрийского офицера такая же была цель. Да, так это много у кого такая цель. Ну, в смысле... просто к тому, что если бы мы рисовали, если бы это были французские Саша и Сережа, да, то они бы как бы все картины заканчивались тем, что они его бьют. Да, и английский вариант тоже, там вообще голову бы отрубили к чертовой матери. Да, то есть как бы вот эта картина, она невозможна в странах, где есть как бы вот, где люди как бы как по-украински там мають гонор, ну по-белорусски тоже мають гонор, да, там как бы, вот они с ними так говорить нельзя, к ним такую лапшу на уши вешать нельзя, да, их нужно уважать, с ними нужно считаться, и идиотские требования, которые вот начальство вот в ваших картинах им там бросает. Вот. Ну, как бы это повод для того, чтобы, выражаясь по-киевски, жечь покрышки, да, там. Но при том, при всем, что как бы, вот эта серия картин, она очень популярна на Украине и в России почему-то. То есть там как бы оказывается ситуация в принципе одинаковая. И я думаю, что на постсоветском пространстве вот это как бы отрыжка этой системы, вот когда там, ну, за тебя все решали, то она как бы вот и есть. Ну, появилась-то здесь. И как бы про рядового швейка тоже не только в Праге читают. Ну да, и много везде. Но мы должны обратиться к источнику, а источник здесь. Вот. И в этом, как мне кажется, вот такая как бы, проблема. Да, и Саша Сережа у вас никогда не сопротивляется. Максимум, что какого сопротивления в картинах я нашел, а у них делаются большие глаза. Господи, опять, ну совсем сошел с ума. Не, ну существует такое, как бы, ну я не знаю, как бы мнение, что здесь люди особо и не сопротивляются на этой территории, потому что как так исторически сложилось, да, то одни придут, то другие придут, то тут пробегут, то есть там как бы, ну, они просто приспосабливаются. Вот им, и я живу за городом, да, и я вижу, что люди так и делают. То есть у них вот на данный момент, мне кажется, национальная идея, да, не трогайте меня, вот я, ну не трогайте, не надо мне ничего, оставьте меня в покое. То есть ни денег мне не надо, ни проблем ваших не надо, ничего не надо. Вот хочу так, вот хочу как хочу. Ну вот это и есть национальная идея живая. То есть, да, то есть, ну, то есть вот, как бы, вот какая она сейчас есть. Вот, то есть она сейчас, вот как в вашем картине, да, там, то есть у вас обычно там справа или слева стоит этот вот агровождь, да, вот. Ну, это по композиции, да, как там, ну, это вот, так, да, вот он стоит, у него как бы там накопилось штук 7 подбородков, ну, то есть показатель того, что... Показатель хорошей жизни. Хорошей жизни и наглости. Да, да. Вот, и национальное дело, он что-то говорит, очередной какой-то ужас. Да, люди вот просто вот, иногда они у вас выпучат глаза и открывают рот, вот. Все. Вот а дальше, и это и есть национальная идея, так я выпучу глаза, открою рот, но я ничего не сделаю. Да, и это и есть национальная идея. Я буду вот молчать. Так она такая и есть, да, вот на данный момент она такая, мне кажется, и есть. И плюс еще тут болото подмешивается, что легкая заторможенность такая. То есть если там где-то что-то, ну, кто-то пытается там технологии, там еще, ну, как бы вот, неважно, там... Тут, конечно, денег нету, там, по какие технологии, там, то есть, но, по крайней мере, пытаются. Вот. То здесь особо и не пытаются. То есть, вот из таких новинок, вот, на ум сразу вот комбайн для уборки огурцов приходит, где тетки лежат, и под музыку, лежа эти огурцы ездят и собирают. То есть, это вот как бы, мне так кажется. А что можно заработать вот с такой национальной идеей? Можно выжить? Ну, выжить-то, может быть, и можно, а жить далее нормально. Я думаю, что, ну, какое-то время, может, и можно, но тут еще такой, понимаешь, момент все время ожидания, что вот власть поменяется, или кто-то придет, или сделает вот как там ну, в Европе, чтобы там чистенько, все красивенько было. Но они все сами это все делают, то есть они не ждут ни от кого, то есть они берут и делают. А здесь такая вот какая-то, такие ждуны, то есть, там, ну, подождем, там, да, вот.
Я не знаю, я ж не психолог, я не могу ему в мозги залезть и узнать, как там это, как долго продержится. Но мне кажется, что может такая стратегия, как история там показывает, может она где-то и прокатывает, ну, какое-то время. В результате все равно, мне кажется, что за счет такой идеи и за счет такой стратегии в передовых не будешь всегда где-то в арьергарде тянуться. Мгм. Тут мне гулял по Минску и рассказали байку. Есть у вас тут пивной завод в центре, ну, почти в центре города. И называть не буду, это ж не реклама была. Вот. И мы проходили мимо этого завода, там как бы два пьяных белоруса с гордостью сказали: как ты думаешь, сколько был простой у завода пивного, а когда в город вошли немцы? Я говорю, я не знаю. Они говорят, нисколько. Вот, то есть как бы работаем вот тихонько, выдаем качественный продукт, Ну да, вот, да. по всем европейским этим. Покупают и покупают. Да, да, да. а вот не немцы, русские, ну вот не наше За дело. рубли, альбо за Да, дойчмарки. вот. И в итоге вот как бы это и есть такая вот белорусская вещь, потому что, как вы сейчас описали, когда рядовой швейка, он бежит за своей частью, это то же самое. Я не участвую ни в чем, как бы, да, ну вот армия, ну вот надо, ну вот там документ пришел, документу нужно подчиняться, потому что не подчиняешься документу, рискуешь. Но он же сам добровольцем пошел, там, в инвалидном кресле. Да. Все равно какую-то вот какой-то патриотизм в нем был. Там. Вот не надо говорить про патриотизм. Ну, я имею в виду- Знаете, в инвалидном кресле и идет умирать за государя-императора, это же все был страшный троллинг. Ну, понятно, но как бы это То есть, понятно, что... понимаете, это как в вашей картине, предположим, что вот вы нарисуете картину, не знаю, может быть, останется сюжетом следующий, но вот стоит ваш агровождь, и вот эти Саша и Сережа такие с плакатами «Выполним и перевыполним вот все, что нам сказал этот прекрасный человек». Это будет вот такая вот более веселый вариант ваших Саши и Сережи. Вот Швейк в этом смысле, ну, как бы они, может быть, это вообще родственники. Да? Может, у них фамилии. Космические братья, да. Не, ну, Саша Швейка, Сережа Швейка. Нет? Слухай, а магчыма такое, что вот як Макс еще показывая на твои картины, и вот белорусы паглядзяць на гэтыя карціны, зробяць, можа быць, мультик, можа вернецца ізноўку відэо там з Сашай і Сярожай, паглядзяць і скажуць: бляха, так это ж сапраўды мы, вот такія лапці, это вот сапраўды мы, і такую вот хрень несём, і вот аграчыноўнік это вот все ёсць, і вот наша нацыянальная ідэя, это вот абы вот выжыць, абы вот ціхенька неяк перажыць. Так это сапраўды мы. Да, это сапраўды мы, ну, але ж гэта неяк вот, ну, не камильфо вот как-то вот это все, может быть, неяк поменяться. Вот насколько это магчыма, что ты своими картинами, показыванием рэчаіснасці, вот этой існости белорусской, что она белорусаў подштурхне так задуматься и, может быть, а давайте-ка нам что-нибудь, некую іншую национальную идею, а не вот это вот такое. Хорошо бы, конечно, хотелось бы, да, но я не сильно в это верю. То есть я как бы, думаю, что вряд ли. Мне кажется, проще, если у людей какой-то внутренний протест есть, у человека, ему проще отсюда уехать, собраться и уехать, потому что, так сложилось, территория такая, вот, поэтому... Я думаю, изменения в Беларуси начнутся, когда вот нашего уважаемого гостя начнут бить. То есть сейчас ему аплодируют, и люди говорят, что да, это мы, попал. Вот. Причем, кстати, интересно, я когда Сашу и Сережу первый раз послушал, я вообще ничего не понял. В чем, какой юмор. Нужно было вот по Минску походить, много пообщаться, пожить тут. И в итоге ты начинаешь догонять, про что это. Ага, почему это смешно. Вот, и потом уже появляется, что в общем, на горизонте Швейк. Опять же, на Украине, то есть, где люди более активные, более темпераментные, когда нас тут запретили, то есть проект выходил там, и там считали, что это местный продукт, что он выпускается там, и многие люди, что это на местном языке, там на суржике говорилось, что это как бы это оттуда. То есть разницы большой нету. Потому с украинцами? Да, потому что есть... Понимаете, это кажется, что каких-то прогрессивных людей много. На самом деле их там какой-то маленький процент. В основном масса, людей, которые просто хотят нормально жить. Понятно, что там кто-то раньше хуже жил, сейчас лучше стал жить. Там машину купил, оделся, там, наелся. Вот. Но в принципе каких-то радикальных изменений они боятся люди, пугаются. А про Украину я не соглашусь. Извини, что я все время говорю. Вот, не соглашусь, потому что в Украине нет Швейка. И
И там нет Саши и Сережи. Там, помните, если помните, был такой проект «Жлобология». Я не помню, не Был знаю. такой проект «Жлобология» в свое время, очень такой яркий, он в Киеве, про него много говорили. Там художники типа Олег Саман. Ну, вот. И они рисовали жлобов, агрессивных. Вот, то есть, как бы там Саша и Сережа, но они там все время дерутся. То есть, как бы они что-то там доказывают. И, как правило, это такие. Там есть такой художник хороший, Андрей Ермоленко, и он рисует большие панно, в котором жлобы, там, допустим, возле магазина Сельпо страшно дерутся за какую-то фигню. Да, и в этом смысле это как бы совершенно параллельная культура. Да? Ну, вот здесь между белорусами и украинцами Саша и Сережа, они там не похожи, их там нет. Ну, они при том, при всем, что их там нет, но это проект, как бы думали, что это местный проект, что это оттуда все. Ну, И как бы, как сказать, ну реально. Ну, они думали, что это вы из Чернигова, скорее всего. Шучу. Нет, они очень удивлялись, когда узнавали, что вообще весь контент идет отсюда, из Беларуси. Просто мне кажется, что украинские варианты, как бы, у них, когда они описывают себя, вот, ну, как бы карикатуры на себя рисуют, то они рисуют себя в качестве таких агрессивных жлобов. Да, люди, которые там чего-то, ну, то есть они все время что-то доказывают, они там у такого художника Семисюка есть здоровенное панно, называется «Пан на районе». И там как бы вот парень, который, в общем, вот под ним район, то есть как бы в сандалиях каких-то там смешных, в шортах, и в нем вот этого смирения, этой как бы такой напускной придури, да, этого вот такого вот отчаяния и вот презрение к себе за то, что ты не можешь стоять со спиной там, и поджечь эту чертову покрышку наконец-то. Да, у него там нет. Там, наоборот, в глазах такой просто скифский какой-то там, хазарский, не знаю, у евреев есть такой термин, хуцпа, ну, как бы наглость. Вот, много, и он там, в общем, и это сказывается на то, что мы видим обычно по телевизору, когда включаем новости из Киева. Там вот очередной пан на районе сошелся с другим паном на районе, они там что-то друг с другом выясняют, дикий гвалт с точки зрения белорусов, просто кошмар какой-то творится. Вот, и на Беларусь, по-моему, это не очень похоже. Хотя, ну, как бы, как вариант... Мне больше, вот я жлобов не видел, но я видел больше чаще карикатуры, когда украинец просто там лежит где-нибудь, горелку пьет, там поляна у него, лежал, надоело, пошел вломил кому-то. Ну, то есть, то есть, ну, как бы... Саша и Сережа никому не вламливают. Но дело в том, что... Смотри, у вас в картинах есть один персонаж, который, он настолько мощен, да, что ему даже не нужно угрожать, что я тебе вломлю. Да, количество подбородков говорит о том, что как бы этот человек, с ним даже спорить не надо. Да, авторитетный, да, авторитетный. Ну, авторитет, просто за ним такая сила стоит, да, столько подразделений там ОМОНа, что лучше обойти стороной. Да, вот, то есть отношения Саши и этого Саши Сережи и этого персонажа, и отношения жлоба с каким-нибудь там полицаем белорусским, украинским, да, они абсолютно противоположные. Да, то есть жлоб в Киеве, ну, на этих картинах он может победить полицая, да, они там как бы почти на равных сражаются, вот, а здесь как бы такая доминирующая сила, просто как там Джамалунгма мощи и какие-то вот крошечные там... Ну, это такая вот вертикаль, да, у нас тут выстроенная такая вертикальная вертикаль. Да. Слухай, вернемся до нашай першапачатковай мэты сустрэчы. С аднаго боку мы маем, вот ты сам агучыў, нацыянальная ідэя, якую зараз, ну, у адпаведнасці з якой жывуць беларусы. Выжыць, перажыць, абы не было вайны. Даждацца. Да, моя хата з краю, яно само ўсё прыйдзе, а можа так і трэба. І твоя, з другого боку, нацыянальная ідэя, ну так, паўжартам Беларусь ад мора і да мора. Ну, ці вот, каб не было межаў, можна было спакойна. Ці магчыма неяк ўсё ж такі гэта сумясціць? Як ввогуле, на твою думку, вот, нацыянальную ідэю, можа быць, нейкі інстытут павінен распрацаваць, можа там сабраць круглы стол, ці вот як это павінна вот адбыцца, на твой погляд, і ці можа это адбыцца? Ну, если так серьезно, то я сталкивался с такими моментами, когда собирались и комиссии, и институты, чтобы что-то сделать, но все равно в конечную точку ставит один человек, который говорит, вот я так хочу и все. Поэтому я думаю, что эта система, пока тая система не сгинет, да, другой системы тут работать не будет.
Ну, то есть, вот мне так кажется. То есть Магомед ждет и ждет, когда гора куда-нибудь уйдет. Когда рухнет, да, когда вулкан какой-нибудь будет, и гора рассыпется, да. Потому что по-другому тут не сработает. Тут настолько, я смотрю, там какие-то петиции надо, ну, предлагают, постоянно подпишите. Это все не работает, потому что там настолько все упорядочено, заскорузло, и там уже, как сказать, притерлось, и, ну, как старые вот эти гайки, да, которые там... Надо бить, чтобы там что-то его повернуть. То есть, а там уже все. И что тут не говори, что тут не делай, тут все как бы будет, ну. Добра, а як ты лічыш, а ці магчыма такое, што, да прыкладу, ну, калі ты уже сказаў, што з дапамогай сваіх кварцін, тваіх карцін, вот, пераламіць ці неяк там, каб сумленне прачнулася ў людзей, там, гонар годнасці не атрымаецца. А калі раптам, вот, Михалок, там, типа, зараз же новый идол для молоди. Да какой он идол, вон Слободой поет на стадионе. Он был... Тихо, критиковать не будем. Но... Не, я не критикую, я просто говорю, что... На святое замахиваешься. Что человек там, ну, пошел в идолы, да, и все, и все. Сходил, вернулся. Сходил, да, и тихенько все, да. И все равно Саша и Сережа. Ну, я не знаю, там, мне кажется, он стесняется вообще сейчас этим заниматься, вот, но... Стой, дай я договорю. Добре, с одного боку, ну, а раптом, покуль же все ж таки идол для... Я там... очень рад, что он идол, и как бы он неплохой человек, да. И у него как бы и идеи, и все он правильно говорит, и все правильно это, то есть, ну, но, как сказать, вещать многие могут, а ты делом давай, то есть, ну, как бы, потому что говорить... Все могут говорить. Я до того, что ці магчыма такое, что вот, скажем, нейкую, там, я не знаю, там, можа не песню, можа гэта будзе один нейкі сказ у песні, які заспявае там Михалок, ці там Вольскі, ці Варашкевіч, а можа яны трох выйдуць на сцэну і заспяваюць нейкую там песню, акцэнтаваўшы, такую, інтануючы нейкую одну фразу, якой будзе закладзена ўся ідэя, нацыянальная нейкая ідэя, і ўсе вот, хто адны там лічаць ідалам Михалка, другія там Вольска, трэція Варашкевіча, яны ўсе збяруцца, паслухаюць і скажуць, блин, дык гэта ж вот святая Троіца нам гэта прапела, вот она наша ідэя. Магчыма такое ці не? Не, потому что я же говорю, что оно хочется в это верить, что это, ну, возможно, но отъедь за Кольцевую шансон, свиная голова и бутылка водки. Полкабана. Полкабана. Ну, это хорошо, если полкабана, если гроши есть. А так, какая-нибудь рулька там или что-нибудь, копыта да наваренное. То есть, это вот другая совсем это, ну, аграрность во всем. То есть, как бы, раньше, вот, как бы, ну, как сказать, людей подтягивали, да, к чему-то, а теперь наоборот спускаются на этот уровень, чтобы им понятно было, чтобы они там не злились, не думали там себе чего-то. То есть все немного с ног на голову меняется, ну как бы немножко не так, как должно быть. Поэтому я, ну как бы, мне очень хочется в это верить, да, чтобы там услышали все. Но я не знаю, что это должно быть, там, чтобы это так произошло. Потому что не трогайте меня, и все. Вот есть шкварка-чарка, и все, зашибись. Добре, ну, вот я чуў такое выказывание, что... ну и у нас там казали особные гости про то, что национальная идея повинна быть такой романтичной, вельми пригожей, как вот душа на вот доярки. Посмотри на лицо человека, которому ты будешь рассказывать про романтику. Ну вот, яму ж так само хочется поехать на море соленое, и это будет вот море, не Минское море, а белорусское, вот наше море. И вот ему сказать, что так Беларусь от моря и до моря, у нас тут свое море, хочешь, на якое ты можешь вот сам вот ездить. Что ж, он будет супрать? Погляди на его очи. Ну. Опять все банально, потому что это не немецкие пенсионеры, которые там работают честно, потом знают, что на пенсии могут сесть в круизный лайнер и поехать по всему миру, ну, как бы отдыхать там, смотреть. Тут я думаю, что если перспективы какие-то такие были, возможно, что-то поменялось. Но поскольку все как всегда, то это какого? Не знаю. И ты, как вот некоторые наши гости, сцвярджаеш, что пакуль стаіць гэта бюрократычная ўлада, это гора,
то наши Мухаммеды да нейкай нацыянальнай ідэі іншую ці большую за тое, што как бы а можа так і трэба, яны вот как бы і не. Ну, ты видишь, это бюрократичная гора, для кого-то есть национальная идея, для кого-то постоянно по ушам, когда тебе ездят, что у нас стабильность, у нас там то, и он, да, у нас стабильность, у нас там то. Причем, что самое интересное, что, опять же, и в Украине, и в России, вот, когда я там езжу, да, там, из Беларуси, да, о, так у вас Лукашенко, у вас все классно, там, типа, у вас все, ну, порядок, да. Ну да, там как бы, ну, что ты с ним спорить будешь? Ну, то есть, говорить, нет, у нас там есть нюансы. Приглашать. Да. Опять же, приглашаешь, да, внешне. В агрогородок приглашать. И в агрогородке все зашибись. Не оставить его там. Ну, как бы довез. Но это, видишь, это уже цепочка получается. Ну, то есть, да, а внешняя упаковка вполне, то есть, ну, как бы, когда даже приезжают... Дороги, чисто, французы порядочно. приезжают, кофе неплохое, да, смотрите, у нас в Булонском лесу такого нету, как на Комсомольском озере, там, знаешь, то, как бы внешне супер. Поэтому тут так очень все так сделано. Ну, то есть собрать пару автобусов украинских письменников, привезти их куда-нибудь в Слоним, высадить и уехать просто. И пусть они останутся один на один с этой стабильностью, и посмотрим, что они там подумают. Не, Нет, ну тут... это так можно всех собрать там куда-нибудь, там в Африку отвезти, или там Не, в какие-нибудь безжизненные районы Испании отвезти, посмотреть, что там с ними будет. То есть везде... А вот у меня еще одно наблюдение, опять же, возвращаясь к Швейку. Прага, она является вот по многим рейтингам один из самых лучших городов для людей, которые ведут нездоровый образ жизни. Вот это как бы стремление пражанина, чеха, ну вот его как бы боязнь выйти наперед, да, там и боязнь выйти вот за рамки, которые очерчены Швейком, да, она... Из зоны комфорта. Да, ну вот да, она сводится к тому, что как бы, потребности все равно есть. Да, мы все люди, да, мы все хотим, чтобы друг друга уважали. Там, все эти как бы, гражданские ценности, они их считают неуниверсальными не просто так. Да. Мы все чувствительны к этим вот, вопросам, когда нас не уважают. Да, мы все хотим... Ну, конечно, никому не нравится, когда ему хамят там, или еще да, что-то. И поэтому, да. А в Праге как бы культура остается все та еще, и поэтому пражский пивной вот, паб, да, это как раз вот место, где люди сжигают в себе эту вот, как бы, энергию, которая накоплена раздражение. И когда ходишь по Минску, самое живое, что здесь есть, это, это пивные подвалы. Ты туда спускаешься и видишь, что как бы белорус, ну как бы здесь курить нельзя, вот если бы разрешили курить, то это было бы вот именно оно. То есть заходишь, и там вот толпы белорусов при помощи хорошего белорусского пива и польских сигарет глушат, сжигают себе этот как бы вот запал, который мог бы изменить страну. Да? Нет, они расслабляются, как они говорят. Запал сжигается, когда ты начинаешь ходить по всем кабинетам, если тебе там что-то надо, да, в жизни, там, чистая вода качественная или там какие-то льготы, и ты начинаешь в это одно окно идти, да, вот тогда запал сжигается. А это уже как бы последствия, это уже, знаешь, когда, там. Не, а если ты настолько испуган, что даже не пошел по кабинетам? Ну, то есть, я не знаю. Ну, как бы Саша и Сережа, они выглядят так, что они по кабинетам никогда не пойдут. Нет, дело в том, что изначально Саша и Сережа, у них был вот это как бы это герои комиксов, которые потом мультики, программы, то есть они с прошлого века. Это 86-85 год прошлого века, и у них был авторитет батька, то есть у них был, ну это их батька, не батька, который батька сейчас, ну типа все батькой называют, да. А их батька, и они были короткие истории, которые кончались гробиками в конце. То есть у них как, ну, то есть это было типа Василия Теркина, знаешь, законченная серия, вот, то есть какой-то случай гробики, там, следующее опять, вот, ну, как, или как в Саус Парк этот Кенни все время там гибнет, вот. Здесь, как сказать, тут... Какие-то моменты, да, там бензин дорожает, еще там чего-то. Как это вообще на это люди реагируют, простые? Что они говорят? То есть, ну, то есть, вот это такое как бы рефлексия на различные события. Даже если они не хотят, их дергают там через радиоточки, через телевизоры, через какие-то там, ну, всякие средства, да. То есть они, нельзя сказать, что это какие-то люди, которые там жизненно активные и которые пойдут там что-то, знаешь, перевернут, там, сломают. Но, в принципе, я думаю, что любой человек, он как пружина, он сжимается, а потом как... То есть это возможно. И это тоже я как бы, ну, думаю, что возможно такое
возможно. Давай на заканчэнне ўсё ж таки яшчэ раз агучым. Вот нацыянальная ідэя асабіста твоя. Вот по якой, в адпаведнасці з якой ты хацеў бы сам жыць? Ну, пры самым таким добрым раскладзе, каб і ўсе навокал таксама, але вот для цябе якая яна самая вот такая твоя ідэя? Мало запретов, много свобод. Вот это моя идея. То есть я хочу как бы, ну, то есть понятно, что жизнь не такая длинная, ну, не длинная, не как там у черепахи или попугая. И жалко, когда время идет впустую, и что-то все время ждешь, на что-то там это, а это все отдаляется и отдаляется. Поэтому хочется, я не хочу ускорять процессы, пусть все идет как идет, но я хочу жить, например, как в той же Чехии, где люди могут, там, попивши пиво, там, спалить свое это, да, но при этом сесть там в автобус и поехать куда-нибудь там в Норвегию там, или еще куда-то, понимаешь? То есть свобода, чтобы должна быть. Ну, что я мог рисовать, что хочу, и чтобы, ну, не бояться, что мне за это что-то будет, там, найдут у меня сброю или наркотики подкинут, понимаешь, там, или еще что-то. Вот такое хочу. Нормальной жизни хочу. Ну, гэта можна сказаць, што гэта, в прынцыпе, ідэя падыходзіць любому чалавеку, любой нацыі. А вот менавіта беларускае тут што-нибудь вот ёсць нацыянальнае. Ну, я не ведаю, ёсць тут нейкая, каб складнікі такія былі, вот нейкая там мова, культура, традыцыі. Это уже не важно. Нет, это все очень важно, потому что тогда, если этого не будет, мы превратимся просто в массу, которая, ну, ни о чем. Вот. Мне хорошо сказал, я помню, мой педагог в академии, что говорит, да что ты работы не по-белорусски подписываешь? Ну, типа, я как-то, ну, а какая разница? Он говорит, какая разница? Чтобы народ ведал, что ты из Беларуси. Поэтому для меня, я думаю, что это важно, когда, ну, это все развивается, а не, типа, это... Типа туристам непонятно будет. Да плевать на этих туристов, то есть не под них надо про себя думать, то есть они-то подтянутся, потому что если это будет отличаться от другого, это будет интересно туристу, а когда это все как бы глобализм наступит, да, ну и там одинаково, и тут одинаково, то есть, ну, какой прикол. Мы за свободу, больше свободы, меньше забаронаў, але каб это было ўсё на мове, с традициями, может быть, Великого княжества Литовского, и вот как бы все с таким белорусским колоритом. Ну, конечно. Ну, я говорю, что вот я жил в Барселоне, и мне вот очень нравятся позиции испанцев. Там очень много молодежи, они не знают английского. То есть он говорит на испанском. Хочешь, понимай, не хочешь там, ну, как бы... Но при этом я говорю, что очень своеобразные, очень, как бы, туристов навалом. Ну, потому что интересно и кухня, и все. Поэтому я только за вот развитие вот этой аутентичной культуры, кухни, языка. Это плюсы в копилочку. Когда этого нету, так какой интерес? Ну, вось на гэтым і спынімся. Значыцца, як можна больш свабоды, як можна менш забаронаў, і ўсё гэта з нацыянальным... Но без фанатизма. Но без фанатизма, і без нацыянальным каларытам. Конечно. Толькі да свабоды, толькі да волі. Не спыніць, не стрымаць. Дзякуй вялікі, Алексей Хацкевич. Вам дзякуй. Не спыніць, не стрымаць. Ад крамы і ад крамы з нацыянальным каларытам Сымбальба, Еўрарадыё. Алексей Хацкевич, Зміцер Лукашук, Максим Гаруноў, программа «Идея X». «Идея X» на Еврорадио.